Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Согласно постановлению столичной мэрии под номером 132 от 12 февраля в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории города Кызыла в детских, дошкольных, общеобразовательных, спортивных и культурно-массовых учреждениях объявлен карантин. Учитывая то, что за прошедшую неделю зарегистрировано 1115 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что превысило 2,4 раза установленного эпидемиологического порога. И к тому же прирост по сравнению с позапрошлой неделей составил более 20%, в связи с чем по предложению главного санитарного врача по республике Тыва на территории города Кызыла объявлен карантин, то есть введены ограничительные мероприятия с 12 февраля сроком на 7 дней. Руководителям детских садов и школ рекомендовано усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, проводить регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и организовать масочный режим. В Туве под эгидой Совета муниципальных образований впервые был созван съезд депутатов местных Уралов-представителей. На форуме порядка 1500 депутатов от уровня сельского поселения до региона представили свыше 500 народных избранников Тувы. Глава республики Шалбан Караул, принявший участие в работе съезда, назвал это событие важным шагом к переформатированию деятельности органов местного самоуправления в контексте общей стратегии развития Тувы, сообщает Гов.Тува. Ключевая цель создания нового института, по мнению главы Тувы, состоит в формировании условий для большей и продуктивной консолидации общества, власти и предпринимательства в поиске и реализации решений, способствующих взаимодействию муниципалитетов, территориальному и отраслевому кооперированию. Главной темой съезда стала инициатива по развитию малых сел. 8 февраля шквалистый порывистый ветер со снегом вывел из строя энергооборудование, которое снабжает электричеством 2 населенных пункта Авюрского района – Таргалы и Часур. Для выявления места и причины выхода из строя энергообъектов сотрудники ТВ-Энерго обследовали более 80 километров линий электропередачи. В труднодоступной местности заметенная снегом дорога парализовала возможность специальной техники добраться до места обрыва провода. На помощь энергетикам пришли дорожники и спасатели. При слаженном взаимодействии структур тувинским энергетикам удалось вернуть электричество в дома жителей при ночной минусовой температуре и неблагоприятных погодных условиях. Красноярскстат сообщает, что по предварительным данным в Туве в 2017 году введено в эксплуатацию 1330 квартир общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров, что меньше на 6,5%, чем в предыдущем году. Снижение объемов жилищного строительства отмечено как по юридическим лицам, так и по индивидуальным застройщикам. В прошлом году в общем объеме жилищного строительства доля жилья, введенного в эксплуатацию населением, составила 76,8%. На территории Кызыла введено в эксплуатацию почти 55,5 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. При этом на долю организаций застройщиков пришлось 27,8%. Кроме того, наибольшие объемы жилищного строительства наблюдались в Кызылском, Улухемском, Кахемском, Зунхемческом и Байтайгинском районах, а также в городе Агдавураке. Высокие темпы жилищного строительства наблюдались в Чахольском, Мангунтайгинском, Судхольском, Кахемском и Дзунхемческом районах, а также в городе Агдавураке. В то же время на территории 7 муниципалитетов и в городе Кызыле объемы жилищного строительства снизились. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 17 копеек, евро 71 рубль 39 копеек. Еженедельник Тува ТВ и такси «Апельсин» объявляют новый фотоконкурс. Такси заказывали? Прими участие. Закажи такси «Апельсин» с
Сделай оригинальное фото, в кадр которого попадет автомобиль и логотип апельсина. Придумай креативную или забавную подпись и получи возможность выиграть главный приз – 5000 рублей на поездки. Мы ждем ваши фотографии на электронную почту nvek17@mail.ru. Срок приема фотографий с 31 января по 21 марта 2018 года. Подробности читайте в еженедельнике Тува ТВ. Справки по телефону 23 323. В многофункциональном центре Тувы будут оказываться консультации врачей по таким направлениям, как запись на прием через портал госуслуг, профилактика инфекционных заболеваний и здорового образа жизни, сдача донорской крови, консультации против новообразований и другие. Также врачи будут проверять у населения артериальное давление и вес, проводить анкетирование по раннему выявлению рака. Консультации врачей организованы в рамках создания флагманского центра Министерством информатизации и связи Тувы. Работа такого центра позволит расширить перечень услуг, в том числе не относящихся к государственным и муниципальным. В Министерстве здравоохранения считают, что участие медицинских работников в этом проекте позволит увеличить охват населения по практическому информированию и действенной профилактике заболеваемости среди жителей республики. Консультации врачей будут проводиться 2 раза в неделю. Ближайшие консультации пройдут 13, 15, 20 и 22 февраля с 9 до 11 часов утра. В России началась Масленичная неделя. В этом году празднование Масленицы начнется 12 февраля и завершится 18-го. Масленичная неделя предвещает начало Великого Поста перед Пасхой. Отмечается, что каждый день Масленичной недели носит определенный смысл. Воскресенье – последний день Масленицы. В народе этот день называют «Прощенное воскресенье». Ключевым обрядом празднования является сожжение чучела Масленицы, которое символизирует уходящий год и прошедшую зиму. В Кызыле по традиции мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в воскресенье на центральной площади столицы праздничным концертом, интересными конкурсами и традиционными русскими национальными играми и забавами. Чтобы будни не казались такими серыми, а зима не такой холодной, внесите разнообразие. Отправляйтесь во флуатинг в спортивный комплекс «Ирбис» по адресу Калинина 2В. Флуатинг – это уникальный метод глубинной релаксации в специальной флуат-камере, заполненной солевым раствором, позволяет телу парить на поверхности. Температура в камере составляет около 35 градусов, что вместе с режимом тишины и темноты позволяет полностью отключить внешние раздражители и погрузиться в состояние, которое воспринимается как невесомость. Для полного погружения мы отправляемся в инфракрасную сауну. Тепло проникает в организм, прогревает все ткани, мышцы и суставы. Все это приводит к тому, что уходит нервное напряжение и усталость, восстанавливаются силы. Хорошо бы после флуатинга сделать массаж, и тогда полное расслабление от макушки до самых пяточек вам обеспечено. Травяной чай подарит хорошее настроение и вернет к реальности. Получите истинное удовольствие и расслабление. Приходите во флуатинг. Побывали в соляной ванне, погрелись в сауне и насладились массажем. Что может быть лучше? Телекомпания «Новый век» рекомендует вам посетить флуатинг в спортивном комплексе «Ирбис» по адресу Калинина 2В. Если вы сладкоежка и ни дня не можете прожить без сладкого, не раздумывая, отправляйтесь на базу РПС, склад номер 6, отдел у Ольги. Ни одно чаепитие или посиделки с близкими или друзьями не проходят без сладостей. Чего здесь только нет. Это рай для сладкоежек. Хрустящее и мягкое печенье, видов его не сосчитать. Нежное и тающее во рту пастила и зефир. Разнообразие шоколада и конфет, а также мармелад для искушенных ценителей. Лучший подарок к наступающим праздникам, конечно, сладкий презент. А что выбрать, решаете вы. Уйти с пустыми руками точно не получится, так как здесь широкий ассортимент по доступной цене.
Поступление товара 2 раза в неделю, поэтому спешите за вкусными сладостями. Телекомпания «Новый век» проверила, одобрила и рекомендует отдел у Ольги, склад номер 6 на базе РПС. Радиостанция «Голос Азии» впервые в этом году презентовала слушателям новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Теперь участники квеста будут сражаться в смекалке за подарки от магазина «Химтоп» на Юна-Курседи 103/1. Для участников они приготовили безопасную линию натуральных средств для стирки белья, посуды и не только. Но чтобы получить подарки, слушатели должны разгадать загадку. С помощью нее становится ясно, где в Кызыле ведущие спрятали приз. Побеждает тот, кто первым обнаружит это место и приедет. Сегодня победителем стал неоднократный участник квеста кызылчанин Владимир. Радио будет разыгрывать подарки от магазина «Химтоп» на Юна-Курседи 103/1 всю предстоящую неделю. Играйте вместе с радио «Голос Азии» каждый день по будням с 13 до 14 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью -24, -26 градусов, днем -13, -15. Ночью и утром в столице местами туман, на дорогах гололедица.